магазин Академ Книга. Тут продаются бессмертные исследования товарища Лепешки и товарища Плавинского на тему куропатского фейка. Требуйте в магазине эти книги, приобретайте их, товарищи. Вот эта выставка детских книг. Вот мы видим тут принц какой-то небинарно, товарищ совершенно изображен, явно не бинарный, так? Вот. Дальше мы видим, что мы тут видим, товарищи? Мы видим поиски папоротки ветки, мужик какой-то такой, ну он не выглядая на позитив. А вот рядом для детей Астрид Линдгрен, это шведская писательница детская, Роня, дочка разбойника, это хорошая характеристика. Дочка тоже изображена совершенно не бинарной, как мы видим. Вот. Вообще такое хорошее дело, дочка разбойника. Ну и наконец, вот, мы видим детская книжечка, тоже шведская, Свен Нурдквист. Как-то эта книжечка, она у меня оказалась. Сейчас мы расскажем про нее подробно обязательно, да? Но мы видим, ездит мужик и котик почему-то в какой-то одежонке такой, явно котик тоже такой не бинарный. Мы поподробнее поговорим про эту книжечку. Ну вот, товарищи, сейчас вы будете слушать наш интересный рассказ. Ну вот, товарищи, мы видели с вами витрину магазина Академ Книга. Надо сказать, что в этом магазине пару лет назад, долго-долго, была выставлена вот такая вообще витрина, окно, реклама гнуснейшей книги. Профессиональный антисоветчик, сотрудник спецслужб западных, а перед войной сотрудник польской дефензивы. Книга, которая является собой гнуснейший пасквиль на Красную Армию. И там, значит, карикатура, такой был рисуночек, значит, вот, ну, короче, вот советские офицеры, у него, значит, на руке там вот всякие несколько часов. Я даже снимок этого не снял, настолько это гнусно. Я писал, много месяцев писал, всюду, куда можно, что, мол, вот в том месте, где я родился и вырос, в Первомайском районе Минска, я сын и внук офицеров Красной Советской Армии. Не хочу видеть вот этот гнуснейший пасквиль с мерзейшей карикатурой на советскую армию. Ну и мне отвечали, что книга не внесена в реестр запрещенных изданий. Так, внесите, из этого я могу было 100 раз внести. А даже если она, ну нельзя внести всю дрянь, которая есть в мире в реестр запрещенных изданий. Но выставлять прямо на центральном проспекте столицы такую гадость во все витринное окно, наконец пришел ответ, что в рамках реорганизации витринной выставки будет это, значит, демонтировано. Не знаю, мои письма способствовали ускорению снятия этой мерзейшей рекламы, этой мерзейшей книжонки, которую написал сотрудник польской дефензивы, или нет. И вот мы видели детские книжки. И так совершенно случайно у меня вот эта книжечка оказалась в руках. Как она оказалась в руках? Словацкое посольство организовало в одной из синагог республики, в чем связь, не спрашивайте, какую-то не усмотрели. Все любят где-то поплясать на еврейской сцене. Это входит в рамки гибридной войны, глобофашизма против нашего мира. Вот. Там они рекламировали в основном просто свои там курорты какие-то словацкие, то все. Но почему-то, значит, должен быть всегда какой-то месседж, да, не почему-то, ясно, бычебесный, прозападный. Например, чудесная книга, в кавычках, значит, частью антиисторическая, частью пропагандистская, частью множество призабавных, действительно, исторических фактов, или как когда-то называли анекдотов, да. Шведы и Беларусь. Там рассказывается, какая была великая, чудесная шведская держава, которая захватила пол Европы. Вот. Известно из истории Речи Посполитой шведский потоп, да, страшный грабеж, страшное разрушение, массовые убийства, всякое такое. Там объясняется, конечно, что этого ничего не было. Была прошведская партия и про какая-то партия. Вот.
И, ну, заканчивается все тем, что Петр I их погнал. Очень интересный перечень, краткий перечень исторических фактов. Книга на белорусском языке. Это то, значит, было на этой выставке словацкого посольства. И вот чудесная детская книжечка, тоже шведская. Мы знаем действительно, что Швеция со времен шведского потопа к нашим землям неравнодушна. Так, несколько лет назад я был на конференции «Гендер в фокусе» в Минске. Есть такой шведский институт Валенберга. Валенберг был знатный сотрудник американских спецслужб. Ну и его там захватили, соответственно, советские войска. Очевидно, он не захотел сотрудничать, но исчезли его следы. Вот институт Валенберга, который насаждает гендерастию. На конференции все могли участвовать. Есть в интернете я там исхитрился 3 раза выступить, соответственно, с вектором противоположным тому, в который направлен это было. А вектор там простой, от участников, участниц в основном, которые все на грантах этого института, соответственно, в разных своих рамках там писали работы и т.д. Значит, я впервые там услышал слово бинарный и небинарный, что типа вот современный подход, он не бинарный, а подход старый, он бинарный. И вот Швеция, да, она рассадник Скандинавии вообще всяческих антисемейных антиценностей. Например, в той же Швеции 80% детей рождаются вне брака. Теперь надо понимать, это не значит, что целых 20% рождаются в браке. Там по сей день есть, ну как бы нормальных людей не истребишь, там по сей день есть немало верующих семей, многодетных. Собственно говоря, очень небольшой процент создают эти 20% рождающихся в браке. То есть это не 20% шведов, а скажем, где-то там 3-4% шведов создают вот эти 20%. То есть институт брака полностью разрушен. Мы помним, еще в советское время началась чудесная вот эта эпопея Пеппи длинный чулок. Как там эта писательница, когда там Лингстрид, в общем, короче. Там нету родителей, нету семьи. Вот эта Пеппи, она, значит, какие-то дети без родителей, они там вершат бал. Вот. Ну, мы посмотрели, что рекламируется. Сейчас, значит, там дочка разбойника. Вот. Какой-то принц, значит, тоже небинарного обличия. Это яд, который ползучий, значит, тихой сапой должен внедряться в детские души. Избрали почему-то именно белорусский язык, наш вообще святой родной белорусский язык, что-то избрали, чтобы его поганить всякой вот такой мерзостью. И вот книжечка Свен Нордквист, «Приключения Петсона и Финдуса». Петсон – это швед, одинокий, а Финдус – это, значит, некий каток. Так, у Петсона нету жен, Финдус тоже у него, значит, никого нету. В качестве отрицательного постоянного персонажа выступает, значит, некий такой, очевидно, бинарный, злобный Густавсон, ихний сосед, да. Он, значит, тут с дубальтовкой ходит, хочет убить лисицу, которая у него крадет курей, а курей он, соответственно, уживает в суп, да. То есть он такой бинарный, значит, маскулинный антивеган, этот Густавсон. Где он тут у нас с дубальтовкой? Вот. Но самое интересное там, где доходит дело до петуха, в хорошем смысле слова. Вот этот гад, не веган, маскулинный Густавсон, решил зарезать петуха. А добрый Петсон этого петуха приводит там, где они, значит, мило, а куры почему у Петсона? Ну, яйца как бы, да, то есть он там не крайне веган, а такой вегетарианец. Яйца они уживают с котиком на вегетарианские пироги. И вот мы видим, это сразу понимаем, что это гад. Он не исправится никогда. Густавсон тоже не исправится, но у него дубальтовка. Значит, гадкий петух, вот. Ну, котик этот, это новый дивный мир, этот котик. Кошка ему не нужна, курей он, понятно, не жрет, он просто с ними мило играется. Вот как мы видели, да, на плакатике, какой-то такой одежки, какой-то явно не бинарный котик, да.
Причем женского мужского рода-то нету в скандинавских языках. Ну, в нюнорске есть, а в датском языке, в шведском нету женского рода. Как в английском языке нету женского рода. Вот. И, короче, он начинает дзюбать котика, когда он хочет играть с курями. Конец печален этого петуха, певня. Петух в хорошем смысле слова, певень, да, белорусский язык у нас не загажен всякой гадостью, но ее хотят загадить. Короче, его относят в лес, хоть его и жалко, но такой агрессивный бинарный певень, который дзюбает котика, считая, что котику нехорошо крутиться возле кур, может и задрать ведь, да, ну этот, он же не знает, что это уже новый котик. Котик New Age, он курей, значит, не задирает. Короче, его несут в лес. Котик инициатор, Петсон немножко упирается, но он петуха говорит, ну что ж, его там может лис задрать. А, говорит, певни они всюду типа выкрутятся. Очевидно, имея в виду своего бинарного соседа Густавсона, думает этот, значит, Петсон, да, вот ему жонки не нужны, котику кошки не нужны. Вот. А куры, да, куры сообщают, что, значит, у них будут куроняты. Ну, так они мирно несутся неоплодотворенными яйцами. Ну, куроняты хорошо, будет еще куры нестись. А будут бинарные певни, их снесут лисом на съедение. Ну, по-любому Густавсон же его хотел в суп. Да. Вот такой гадкий Густавсон, вот, это он тут. Где-то он тут с дубальтовкой у нас, говорит, иду лисицу забить. А этот прогрессивный думает про себя, да, как понимают уже, детки же они смышленые детки, так? А, так что ты, гад, ты хочешь, чтобы тебя не задирали курей, ты их сам ешь, а кушать курей нехорошо. Вот он, маскулинный гадкий бинарный с дубальтовкой Густавсон, так? А петух вообще очень страшный, исчадие ада такое. Вот этот нет, оно все очень доброе, но певень не справится никогда, его относят в лес. Вот, а будут куроняты, ну хорошо, будут дальше нести яйца. Мы знаем, короче говоря, что сейчас тренд содомского мира, западного мира, антицивилизации и антиценностей. Тренд там сейчас это кастрация детей, несовершеннолетних и малолетних за счет государства без ведома родителей. Понятно, что глобальный, страшный глобофашистский проект расчеловечивания, он садится на своего конька-горбунка, на своего петуха, во всех смыслах слова, наживу, человеческую наживу. Зло наживы никто не отменял, оно существует при любом типе общественных отношений, ну и уж, конечно, при капиталистических, но и не только, важно помнить. И это осуществляется за счет государства. Корпоративные медэстаблишменты страшно рады, привалило счастье. Колоссальные деньги стоит кастрация и так называемая смена пола. В отношении совершеннолетних это осуществляет государство. То есть, с одной стороны, глобофашистский трест, заинтересованный в атомизации общества, в сокращении населения, в максимальной эксплуатации расчеловеченных членов общества, подталкивает это, с другой стороны, просто подталкивает лоббирование и наживные колеса, смазанные кровью и слезами корпоративного медэстаблишмента. Возвращаясь к детским книжкам, должны обратить внимание все компетентные органы. Конечно, силовики, мужчины с дубальтовками, не могут отрешиться от своей ответственности за то, что происходит в обществе, и должны тут говорить свое веское слово, тито громко, тито тихо, и так, и так. Но понятно, что никакое ведомство, ни Министерство культуры, ни Министерство образования, ни Бог его там знает, что оно уже партия, в общем, короче, великая и могучая Белая Русь, галочками и палочками не могут отделываться, надо активно противодействовать социально-духовной деструкции, начиная с детских книг, которые продаются вот так вот посреди Минска и на всеобщее обозрение, реклама их выставляется. С Божьей помощью победим. А вот и на афише для детей и юношества. Вот так вот. Хорошая, добрая, вечная. Не нужна семья.
бинарного петуха в хорошем смысле слова относят в лес на съедение лисам. И вообще будем жить и веселиться в обществе котиков, не совсем бинарных.